Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Горящими в прямом смысле этого слова выдались минувшие выходные. В Елабуге тушили пожар в национальном парке Нижняя Кама в Танаевском лесу. Огонь подобрался к детскому лагерю «Лесная сказка». Оттуда пришлось эвакуировать ребят. Возгорание травы и деревьев также зафиксированы в других районах и городах. Что мешает справиться с огнем и откуда в столице с раннего утра едкий запах гари? Салават Мухаммадуллин продолжит эту тему. Может, чуть-чуть убавить? Лес горит гектарами. Так, огонь охватил национальный парк Нижняя Кама в Елабужском районе. Здесь накануне пожар был в Танаевском лесу и уничтожил 4 гектара насаждений. В 100 метрах находился детский лагерь «Лесная сказка». Здесь в это время отдыхали 23 ребенка. В целях безопасности было принято решение детей эвакуировать. Их забрали родители. Причина все-таки человеческий фактор, мы думаем. Мощь пожара уточнен на 4,5 гектара. Пройден низовой пожар. Ущерб, можем сказать, только через 2-3 месяца. Продолжало полыхать в выходные и в Альметьевском районе. Судя по этому ролику очевидцев, огонь и густой дым зафиксированы вдоль ЖД-путей у села Минибаево. Это уже микрорайон Салават-Купыре в Казани. Здесь в воскресенье горела сухая трава. Схожая картина была и в 33-м комплексе набережных Челнов. Количество термических точек в республике этим летом выросло почти в 2 раза. А лесных пожаров, которых в Татарстане не было 10 лет, уже 13. В связи с этим Рустам Минниханов еще в субботу потребовал усилить меры безопасности. Никаких вопросов. Кто бы ни был, значит, сегодня безопасность самое главное. Мы видим, целые населенные пункты исчезают. Так лесные пожары охватили соседний Мариэл. В Самарской области горит уже 100 гектаров леса. Не лучше ситуация в Ульяновске. Последствия уже ощутили в Казани. Сегодня ранним утром в городе запахло гарью. Есть запах гари. Всю ночь сегодня был гарь. Трудно дышать. Неприятное ощущение и как будто что-то жгут. Копченый какой-то запах. Есть еще бутылочки такое, когда коптят. Синоптики подтвердили, причина едкого запаха – лесные пожары у соседей и в нашей республике. Формировалось такое явление, как мгла на территории Республики Татарстан. И жители многих районов, не только Казани, это отмечали и ощущали на себе. Значит, в предстоящие дни существенных потоков, изменений в потоках не будет. И по прогнозам синоптиков на республику надвигаются ветры, что может только ухудшить ситуацию. Так что запах гари в столице на этой неделе может задержаться. А спасатели просят жителей не посещать леса и не бросать вблизи окурки, спички и мусор, особенно стекло. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. По количеству пожаров лидирует юго-восток республики. Так, минувшей ночью горели посадки под Лениногорском. Огонь сегодня тушили весь день на 10 гектарах. В зону ЧП попали нефтяные скважины и даже газопровод. На месте возгорания работают десятки пожарных и спецтехники. Им на помощь прибыли огнеборцы из Альметьевского и Азнакаевского районов. С места события наш корреспондент Юлия Гоголева. Вчера по звонку приехали 4 часа. И вот до сих пор поливаем. Больше 20 машин и около 50 человек приехали на тушение огня под Лениногорском. Здесь не только пожарные, но и нефтяники, лесники, в том числе из соседнего Альметьевского и Азнакаевского районов. Пожар представлял большую угрозу. 280 кубометров леса, рядом нефтяные скважины и даже газопровод. Чтобы поймать вовремя его, а то он же уйдет, уже не поймаешь. Верховой, если пойдет, вообще это будет беда. Службы, все нефтяные предприятия, организации, цеха были привлечены на тушение лесного массива, потому что здесь находятся и нефтяные подразделения, так как рядом проходят скважины, газопроводы, поэтому были вовлечены все специалисты. Эти кадры сделаны сегодня ночью, словно зарево лесной пожар осветил ночную дорогу. К этому часу огонь уже локализовали. По данным Минлесхоза, от низового пожара пострадало порядка 10 гектаров леса. Рельеф этой местности холмистый, непростой, и не везде может подъехать пожарная машина. Так что местами приходится тушить вручную с помощью вот этих ранцевых огнетушителей. Они рассчитаны на 20 литров воды, и каждый из этих ребят сделал уже порядка 50 дозаправок.
Размер ущерба от пожара еще только предстоит оценить. Причины, по словам лесников, однозначны – прошедший ураганный ветер. Предварительная причина пожара – это падение в результате интенсивного ветра, падение дерева породы сосна обыкновенной на высоковольтной линии электропередач, которое привело к заискрению и к загоранию лесной подстилки. Рядом с этим лесным массивом расположено сразу несколько деревень: Воздвиженка, Верхний Коран, Старая Письмянка. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам сейчас нет. Юлия Гоглева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лениногорский район. Сразу в нескольких районах Татарстана подсчитывают убытки после урагана на востоке республики. Накануне вечером сильный ветер сносил крыши социальных объектов в Агрызе и Ютазах. Его скорость достигала 25 метров в секунду. В 2 районах повреждены крыши 3 школ. И это за неделю до начала учебного года. Все они уже прошли проверку и были приняты комиссией. И чуть-чуть дождь было. Отсюда ветер дуйло, все дома уже пострадали. Это Малый Урусу после ураганного ветра. Свалены деревья, сорваны крыши, разрушены заборы домов. Такую стихию в селе не помнят. Все произошло за считанные секунды, говорят сельчане. Больше всего пострадала школа. Нет кровли над спортзалом на 500 квадратных метрах. Быстро было ветер, дуйло, и моменты во время урагана крыша сняла. Остальные все нормально. Капитальный ремонт в 2014 году частично только было. Школе 20 лет. Крышу частично перекрывали в 2014 году. В самом спортзале год назад делали косметический ремонт. Школа уже была готова к новому учебному году. 2 недели назад здесь прошла приемка. По WhatsApp начали фотографии поступать. То, что срывает с крыши деревья. И прибежали в школу посмотреть. Очень жалко было, конечно. Школа примет детей, учебный процесс не сорвется, заверили в исполкоме района. Сейчас идет демонтаж крыши, параллельно составляют смету. Деньги на ремонт выделят из районного бюджета. Конечно, сейчас все силы бросим сюда для ликвидации этих завалов. Все это разберем, накроем пленкой, чтобы не залило, так как, я уже сказала, приемка школы завершена, ремонты закончились текущие. И начнем работать. То есть учебный процесс мы не прервем. С 1 сентября дети, как положено, пойдут все в школу. В списке пострадавших и частные подворья. Больше всего ураган разрушил объекты агрохозяйства. Порывистый ветер снес крышу нескольких ферм. Животных перевели в другие комплексы. Молочно-товарная ферма пострадала очень сильно. Там у них содержится общее количество 2000 голов скота. Вот здесь только в Малых Урусах у них 9 коровников. Из 9 коровников не пострадавшей крыши ни одной, наверное, нету. Схожая ситуация в Агрызском районе. Там в 2 селах от урагана пострадали школы и дом культуры. Восстановительные работы здесь начнутся в ближайшие дни. Алия Хайрудинова, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Ютазинский и Агрызский районы. Президент Владимир Путин принял решение о единоразовых выплатах пенсионерам и военнослужащим. Глава государства рекомендовал выделить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 военнослужащим. По словам президента, реальная инфляция для пожилых оказывается выше средней в 6,5%. Еще одна категория граждан, по отношению к которым государство должно предпринять прямые шаги поддержки, это военнослужащие. Также он поручил проработать дополнительные меры поддержки медработникам. Самое передовое и высокотехнологичное сегодня в подмосковной Кубинке открылся международный форум «Армия-2021». Выставка новейшего вооружения, пленарные секции, тематические форумы. В течение 5 дней на Подмосковье будет сосредоточено внимание всех специалистов и экспертов военного дела. Сегодня в церемонии открытия форума принял участие Рустам Минниханов. Что привезли на военную выставку татарстанцы и чем заинтересовались сами, в репортаже Дины Газалиевой. «Патриот», а именно так названа эта обустроенная территория, сегодня открылся для гостей со всего мира. Индия, Китай, страны СНГ – всем интересно новейшее российское вооружение. Самые современные технические устройства с супероптикой и встроенным искусственным интеллектом. На форуме «Армия», который проводит Министерство обороны, в принципе, каждый гражданский человек может себя в полной мере ощутить военнослужащим. Я решила воспользоваться моментом и у Аксима научиться специальности стрелка зенитной установки. Ну что, попробуем? Наводка.
Ага. Все, бьем? Задача у участников форума узнать больше, показать лучшее, привлечь заказчиков и покупателей. Она бьет до 2,5 километров, а при помощи ракет можно уже захватывать более дальние цели, до 10 километров, 12 километров. Компьютеры, которые не мокнут под водой, подводные аппараты, уникальные приборы ночного видения. Для специалистов и знатоков тут раздолье. России есть чем гордиться. И что предложить своим союзникам и партнерам. Все последние годы мы последовательно реализуем госпрограмму вооружения и долгосрочную программу развития оборонно-промышленного комплекса. Наша армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше, чем в других ядерных странах мира. Татарстанцы представили в Кубинке судостроительный блок. Мы уже смотрим на новые направления развития и увеличим долю работ в каждом корабле, в котором стараемся создать уже не просто корабль, а интересный в том, чтобы он был и в вооружении, и в системе связи, и обеспечении, которое сегодня обеспечивается. На следующий год уже в июне месяце первый метеор увидится. Новые метеоры татарстанского производства нашли заказчиков из Якутии. А вот эти устройства, названные перехватчиками, компания-производитель в свою очередь предлагает для приобретения Татарстану. Эти металлические устройства призваны защитить въездные пути в учебные заведения на случай нападения террористов. Рустам Миниханов поручил проработать этот вопрос. Форум «Армия-21» продлится до 27 августа. Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Московская область, Кубинка. Министр обороны России Сергей Шойгу с рабочим визитом посетит Казань на этой неделе. В графике осмотр оборонно-промышленных предприятий, а также выставки в Казанской галерее «Хазине». Напомним, здесь открылась его выставка «Творчество ради жизни». Также, как сообщили в Казанском Кремле, на территории музея-заповедника продолжается реконструкция присутственных мест. Рустам Миниханов дал поручение сделать Кремль максимально открытым для жителей и гостей столицы. То есть будет возможность и какую-то татарскую кухню попробовать из печи, и какие-то национальные костюмы посмотреть, и какую-то историю, выставку музейную там организовать. То есть это будет пространство для людей, где можно будет посмотреть, окунуться в историю Татарстана, в какие-то особенности. Мы предполагаем там в том числе, скажем так, организовать некое пространство для наших с вами встреч с журналистами. Там будет отдельный брифинг-зал. Компактным кораблям большое плавание. Сегодня в Зеленодольске спустили на воду 2 лоцмейстерских суда. Они предназначены для работы в суровых условиях Северного морского пути и будут служить помощниками для больших кораблей. Раньше такие суда собирали в Финляндии, а теперь и в нашей стране. Дело доверили Зеленодольскому судостроительному заводу. Рамиль Шайдулин подробнее. Похожие друг на друга, как 2 брата-близнеца. Буквально несколько дней назад они вышли из сборочного цеха. Это суда, которые на флоте называют лоцмейстерскими. Помощники больших кораблей на большой воде. Основной задачей этого судна является безопасная доставка и расстановка плавучих предостерегающих знаков. Мы сегодня видим реальные результаты реализации национальных проектов. Зеленодольский завод впервые собрал суда такого типа и выполнил все работы меньше, чем за 2 года. Есть заказы на другие суда ледового класса, которые будут обеспечивать несколько другие задачи по Северному морскому пути. Но несмотря на то, что их собирали в тепле, разработаны суда для того, чтобы ходить в окружении льда и при экстремально низких температурах. Ведь их задача, в том числе благодаря их довольно миниатюрным для такого рода судов размеров, прибывать первыми туда, куда другие корабли еще не пришли. Суда назвали в честь академиков транспорта Александра Парфенова и Всеволода Пересыпкина и построили их по федеральному проекту «Северный морской путь». Трудовой коллектив завода имени Горького еще раз доказал, что он может выпускать и боевые корабли, и современные гражданские суда. По давней корабельной традиции борта разбивают бутылки шампанского. Это значит, что суда готовы выйти в плавание. Одна из первых остановок – Енисей. Рамиль Шайдулин, Алмаз-Единов, ТНВ, Зеленодольск. Порочная связь. Жители села под Казанью выступили против вышки сотовой компании у озера и детской площадки. Почему их никто не спросил? Читайте в интернет-газете «Реальное время».
Биологические классы уже оснащены современным оборудованием, а в 4-м лицее Азнакаева появятся профильные классы «Огни». С нового учебного года ребята, в том числе из сел района, смогут углубленно изучать физику и химию. Об этом сообщили на общественном совете Татнефти. О вкладе нефтяников в образование и медицину Филюза Хамидуллина. Интерактивные доски, световые и электронные микроскопы – это биологический класс в сельской школе. Здесь семена прорастают в особых условиях. Таких учебных кабинетов на Юго-Востоке уже 6. После открытия этого биокласса заинтересованность биологией и химией выросла в несколько раз. И в будущем я хочу стать экологом. За последние 4 года компания «Татнефть» инвестировала в социальную сферу Азнакаевского района почти 700 миллионов рублей. Это ремонт школ, больниц, дорог. Благодаря компании в Центре детского творчества появятся лего-наборы, а на базе 4-го лицея откроют профильные классы «Огни». Программа оказания помощи территориям, регионам, где присутствует компания «Татнефть», обрела сегодня новый формат. Закупит и новое медоборудование для ЦРБ. Также в планах ремонт инфекционной больницы. Азнакаево является одним из базовых районов нашей нефтедобычи и нашей компании. Мы уделяем большое внимание в плане социальной активности здесь. Также Татнефть предоставит квартиры для иногородних врачей. Надеется, что такая помощь поможет решить вопрос с кадрами. В Казани простились с народным артистом Татарстана, актером, юмористом, настоящим любимцем публики Рашитом Шамкаевым. Он ушел из жизни на 82-м году жизни. Проститься с ним пришли друзья, коллеги, артисты. В 1966 году Рашит Шамкаев окончил Казанское театральное училище и был направлен в Мензелинский татарский театр. Уже через 2 года стал актером театра Камала, где проработал более 30 лет. С 2001 года начал выступать на эстраде, читая юмористические, сатирические стихи и рассказы. Публика полюбила его как мастера остроумного юмора, талантливого артиста, знатока множества анекдотов. Рашита Шамкаева похоронили в селе Нижняя Ура Арского района, где родилась и выросла его жена. Артист любил эту деревню и часто выступал здесь с концертами. Он у нас очень легендарный юморист, народный юморист, я бы так сказал. Не только в званиях, а именно в народе. Как говорят, любимчик народа. Штабы был очень гениальным человеком, он умным человеком, начитанный. Кстати, он знал много и татарской литературы, и русской литературы. Его популярность, его мастерство, его праздник остался недостижимым. Государству нужно активнее идти в соцсети, а гражданам на субботнике. Такое мнение сегодня высказали на заседании экспертного клуба «Волга». Тема встречи – экология. Эксперты обсудили, как лучше наладить взаимодействие населения и власти для решения проблем охраны окружающей среды. Татарстан ежегодно направляет на природоохранные мероприятия свыше 11 миллиардов рублей. В республике много сажают леса. Татарстан – лидер в России по исполнению федерального проекта сохранения уникальных водных объектов. Но, как считают эксперты, этого недостаточно. Нужно развивать культуру обращения с отходами, развивать экологический транспорт и расширять инфраструктуру обращения с бездомными животными. Сегодня это не только задача государства, сохранение экологии. Это задача каждого. Если переходить на цифры, то в Республике Татарстан за 2020 год вложено на экологические мероприятия 11,5 миллиардов рублей. Около 7 миллиардов рублей вложили это наши предприятия. У нас есть опыт экореабилитации Марьиного озера с экологами, ведущими экологами Республики Татарстан. Вроде бы на первый взгляд, когда смотришь на него, все очень просто, поверхностно, а когда углубились в тему, там очень много нюансов, чтобы это все заработало, зажило, и дно углубления, и методы работы, которые используются при этом. Важно взаимодействие между жителями, обществом и институтами управления, в частности, администрацией, министерством соответствующим. И это взаимодействие должно быть смещено, на мой взгляд, больше сейчас в социальных сетях, потому что это можно охватить как можно больше проблем.
Также в ходе заседания клуба «Волга» эксперты обсудили скандальный спектакль театра российской армии по мотивам романа Достоевского «Преступление и наказание». Прокомментировать эту тему попросил зритель онлайн-трансляции. Напомним, авторы спектакля провели параллель между героем Родионом Раскольниковым и казанским стрелком Ильназом Галявиевым. Эксперты сошлись во мнении, подобные аллюзии в искусстве недопустимы и являются спекуляцией на теме жестокости. Это недопустимо, но это не сам спектакль, это всего лишь проект этого спектакля. После вмешательства и обращения в Главное политуправление эта вещь сразу же была нивелирована. Но, тем не менее, я вас полностью поддерживаю. Это очень глубокая проблема, проблема защиты наших детей. Ее не решить только одними законами, которые мы приняли об обороте оружия. Я тоже один из авторов этого закона. Проблема намного глубже, наверное, в воспитании, восприятии, в самосознании общества. Но все, что касается контента в социальных сетях, здесь тоже надо очень много работать. «Единая Россия» примет на партийном съезде народную программу, с которой пойдет на выборы в Госдуму. Съезд состоится завтра в Москве. В нем участвует делегация единороссов из Татарстана. В рамках подготовки к выборам свои пожелания для народной программы партия мог внести любой житель страны. Для этого действовал сайт, проходили встречи с гражданами, работали мобильные приемные. В Татарстане, как рассказал Фарид Мухаммедшин, собрали более 7 тысяч наказов и предложений. Жители республики волнуют прежде всего вопросы социальной политики и поддержки семей с детьми. Также большое количество обращений касалось решения проблем бродячих собак. Отметим, что в целом по стране свои предложения внесли более 1,5 миллиона человек. На этих выборах упор партии делает на народную программу, на сбор мнений и предложений жителей нашей страны, а мы, Республики Татарстан, в эту народную программу. И надо сказать, что активность наших жителей на встречах с кандидатами в депутаты, представителями власти разных уровней нашей республики проходила и проходит весьма интересно и насыщенно. Вопросы ремонта детских игровых площадок и благоустройства парков и скверов адресовали сегодня в онлайн-приемную «Мой депутат» партии «Единая Россия». Сегодня здесь дежурила Ольга Павлова. Она переговорила по телефону с авторами обращений, уточнила детали, дала разъяснения и взяла озвученные вопросы на контроль. Казань сегодня посетил один из федеральных руководителей партии «Пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов. Председатель Президиума Центрального совета представил программу партии, с которой она идет на выборы в Госдуму. В составе федерального списка 277 человек. Также кандидаты выдвинуты во всех 6 одномандатных округах Татарстана. Средний возраст кандидатов – 54 года. На Казанском бульваре «Белые цветы» читали лекцию «Искусство как средство коммуникации и самовыражения 21 века». Все в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Главным итогом фестиваля станут 7 муралов на фасадах домов на улицах Абсалямова и Читаева. Их до конца лета создадут художники из разных стран – России, США, Болгарии, Испании и других. Напомним, проект «Культурный код» проводится в России с 2019 года. Фестиваль, который проходит в Казани, он обязан тому, что жители республики, жители Казани активно проголосовали за проведение этого фестиваля в прошлом году. Около 140 тысяч голосов было отдано в народном голосовании. Это очень интересно, важно для республики. Это фактически монументальное искусство под открытым небом. И здесь, как мне сказали, уже будут ходить экскурсии. Работаем с разными художниками, и с молодыми, и уже с опытными, прогрессивными художниками, которые совсем по-разному видят современное искусство, но все всегда готовы принимать участие в фестивале «Культурный код». Сеть ювелирных салонов «Яхан» приятно удивляет своих покупателей. Впервые в Казанском ЦУМе проходит выставка-продажа, где можно приобрести ювелирные изделия от российских производителей со скидкой 50%. Впервые «Яхант» проводит грандиозную выставку-продажу украшений с бриллиантами и полудрагоценными камнями. И на все это великолепие скидка 50%. Есть варианты изделий, авторские работы, которые выполнены в единственном экземпляре. Есть производители, у которых изделия не серийного производства. Это говорит о том, что вы эксклюзивные украшения можете приобрести
и быть в них индивидуальными. Здесь представлены изысканные украшения от лучших отечественных производителей высокого качества. Поэтому покупатели часто возвращаются сюда снова. Я с этим магазином познакомилась лет 5 назад, когда приобретала себе в подарок украшения. С тех пор я стала постоянной, можно сказать, клиенткой этого магазина. Ассортимент всегда очень богатый, всегда есть из чего выбрать. Плюс всегда радуют хорошие скидки. Желающим порадовать себя и своих близких следует поторопиться. Выставка продажи работает до 31 августа. Вас ждут в торговом центре «Казанский ЦУМ» по адресу улица Московская, 2. В Казани прошел первый в истории чемпионат вооруженных сил России по регби-7. Игроки и военнослужащие из разных войск и военных округов. Этот вид спорта в армейской среде начал развиваться 3 года назад. Сейчас есть уже более 100 военных регбийных клубов. Настоящий накал эмоций, напряжение и жажда борьбы до последней минуты тайма. Регби-7 – игра жесткая и прямолинейная. Игра была, не сказал бы, что лучше. У нас лучшая игра была вчера в плане игры, в плане моментов. А так, хорошая уверенная победа. Но пока еще экспериментируем в команде, играем. Эмоции, конечно, положительные только. Игроки, спортсмены, офицеры сухопутных войск, ВДВ, ВМФ. Магомед Ахматов в этом году окончил Казанское танковое училище. На поле защищает честь сборной сухопутных войск. Поднимает, очень высокий моральный дух. Уровень боевой подготовки, наверное, в вооруженных силах. Регби – это настоящий мужской вид спорта. В регби-7 настоящая магия чисел. На чемпионате 7 команд, в каждой по 7 игроков. Тайм длится 7 минут. Ильнас Минанов получил травму в первый же день соревнований. Говорит, в спорте такое бывает. Каждое соревнование по регби всегда травмы. Ни разу не было такого, чтобы с травмами люди обходились. Регби-7 в вооруженных силах России начало развиваться 3 года назад. Сейчас в армии уже больше 100 регбийных клубов. Все больше и больше регбистов уже в войсках, и мы видим, как прекрасно формируется наш вид спорта, например, на Северном военно-морском флоте. И это уже внутренние чемпионаты среди бригад, подразделений. Победителем турнира стала сборная Восточного военного округа. В финале она одержала победу над командой Северного флота 12-0. Бронзовая награда у сборной ВМФ. Вероника Гайнудинова, Руслан Хуснудинов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте! Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца августа доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. Лето на исходе. Стартовала его последняя неделя, и изнуряющая жара пошла на спад. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево будет облачно, к вечеру возможен дождь. Температура воздуха понизится до плюс 26-28 градусов. Станет заметно свежее в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Плюс 21-22 градуса днем, возможны осадки. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше жара спала, плюс 20-25 градусов, возможны кратковременные дожди. В Арске, Кукмаре и Балтаси облачно и без осадков. Температурный фон понизится до плюс 19. В Болгаре, Дрожжином и Буинске облачно и уже не так жарко. Плюс 20-21 градус. Жара спала в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Плюс 21. Жителей ждут дожди. В среду без осадков и комфортная для самочувствия погода. В Казани облачно. Велика вероятность осадков. Температура ночью около 18 тепла. А днем до плюс 23. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Влажность воздуха 61%. По данным синоптиков, прошедшие выходные стали самыми жаркими днями августа. Но уже чувствуется влияние более прохладного атмосферного фронта и станет заметно свежее. На этом наш выпуск завершен. До свидания.